Здравствуйте. Представляем вашему вниманию наиболее важные события, происходящие в Европе и в мире. Начались переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Официальные делегации из Киева и Брюсселя собрались в Люксембурге на межправительственной конференции. Украинская делегация, возглавляемая вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной, прибыла на конференцию, где присутствуют министры всех 27 стран Европейского Союза. Открытие конференции было названо историческим моментом, который знаменует новую веху в отношениях. Переговоры будут сложными, но стороны выражают уверенность в успешном завершении процесса. Планируется, что Украина полностью готова к вступлению будет к 2030 году. После конференции начнется подготовительный процесс, включающий двусторонние встречи, где будет рассмотрено приближение законодательства Украины к праву Европейского Союза. Затем начнется первый блок переговоров, сосредоточенный на судебной системе, правосудии, свободе и безопасности. Цель переговоров заключается в полном принятии законодательства Европейского Союза и его соблюдении. Переговорный процесс завершится после закрытия всех переговорных пунктов. Выданы ордера на арест высокопоставленных российских чиновников за военные преступления. Международный уголовный суд выдал ордер на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных во время войны в Украине. Суд считает, что Шойгу и Герасимов несут индивидуальную уголовную ответственность за нападение на гражданские объекты в период с октября 2022 года по март 2023 года. Украинский президент Владимир Зеленский приветствует решение Международного уголовного суда и считает, что это является показателем неизбежности справедливости за преступления России против Украины. Однако Российский Совет Безопасности считает ордер на арест незначительным и частью гибридной войны против России. Несмотря на это, решение Международного уголовного суда ограничило поездки президента России, который избегает посещения стран, подписавших судебную юрисдикцию. Украина также признала юрисдикцию Международного уголовного суда над предполагаемыми преступлениями, совершенными на ее территории. Россия блокирует десятки независимых средств массовой информации. Кремль заявил, что блокирует 81 европейское издание в отместку за запрет Европейского Союза на некоторые российские издания. Журналы, общественные вещатели и газеты 25 из 27 стран, членов Европейского Союза, станут недоступны на территории России. 17 мая российское правительство заявило, что вводит пропорциональные контрмеры в ответ на решение Европейского суда заблокировать российские средства массовой информации «Голос Европы», РИА Новости, «Известия» и «Российскую газету». Тогда Брюссель обвинил издания в распространении и поддержке российской пропагандой в агрессивной войне против Украины. В список средств массовой информации, внесенных в черный список в России, входят общеевропейские издания, такие как «Politico» и «EU Observer», ирландская общественная телекомпания RTI, французская газета «Le Monde» и немецкий журнал «Der Spiegel». Доступ к некоторым итальянским средствам массовой информации, таким как общественная телекомпания RAI и газета «La Repubblica», также будут запрещены на территории России. Министерство иностранных дел Италии осудило это решение, заявив, что оно не устранит последствия жестокой, разрушительной и незаконной войны. США заявили, что российское правительство боится, что собственный народ будет слышать правду. Вице-президент Европейской комиссии Вера Журова заявила, что запрет является бессмысленным возмездием, добавив, что пропагандистские средства, финансируемые Россией для распространения дезинформации в рамках российской военной доктрины, это не то же самое, что независимые средства массовой информации. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии и один из самых ярых критиков России в Европейском Союзе, может занять самую влиятельную внешнеполитическую роль в Брюсселе. Это может послужить сильным сигналом для Москвы. 27 лидеров Европейского Союза выдвинули Каллас на должность главы дипломатии Европейского Союза, которую в настоящее время занимает испанец Жозеп Боррелл. Окончательное решение ожидается уже на этой неделе.
Если кандидатура Каллас будет официально поддержана лидерами Европейского Союза и одобрена Комитетом по иностранным делам Европейского парламента, она станет первой восточноевропейкой и первой эстонкой, занимающей такую высокую должность в Европейском Союзе. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Каллас активно поддерживает усилия Европейского Союза по наказанию России санкциями, оказанию военной поддержки Украине и укреплению оборонного потенциала Европейского Союза. Ее яркая антироссийская позиция вызвала слухи о возможном блокировании ее кандидатуры из-за опасений спровоцировать Москву. Кремль объявил ее разыскиваемой в ответ на ее усилия по сносу памятников времен Второй мировой войны в Эстонии, что он назвал враждебным действием по отношению к исторической памяти. Однако дипломаты сообщили, что ее безжалостная позиция в отношении России не стала основной преградой для ее назначения. Дипломаты из Восточной Европы особенно поддерживают идею внесения вклада в дипломатию Европейского Союза с собственной точки зрения, которую доминировали западные европейцы. Несмотря на то, что европейская либеральная группа, которой принадлежит Каллас, стала четвертой по величине политической силой в Европейском парламенте после неудачных результатов на выборах в июне, ее назначение все равно может произойти. Каллас столкнулась с падением уровня одобрения внутри страны, несмотря на сохранение сильного международного авторитета. Ее рейтинг одобрения упал на 16% в январе после сообщений о деловых связях ее мужа с Россией. Установлено, что муж Каллас владеет пакетом акций логистической компании, которая продолжает работать в России после начала войны в Украине. За проникновение на территорию загородного дома британского премьер-министра было арестовано 4 человека. Инцидент произошел всего за неделю до всеобщих выборов в Великобритании, которые определят, останется ли Сунак у власти. Полиция сообщила, что во вторник, 25 июня, по подозрению в незаконном проникновении на территорию дома премьер-министра Великобритании Риши Сунака на севере Англии были арестованы 4 мужчин. Пентагон будет наблюдать за возможным перемещением северокорейских войск в Россию для участия в конфликте против Украины. Однако США считают, что эти войска будут использованы как пешка в игре для вооруженных сил Украины. Об этом заявил генерал Пентагона Патрик Райдер на брифинге, подчеркнув, что важно следить за данной ситуацией. Он также выразил мнение, что если бы он был командующим вооруженными силами Северной Кореи, он бы поставил под сомнение отправку своих войск на роль пушечного мяса в незаконной войне против Украины. На данный момент, 26 июня 2024 года, министр внутренних дел Германии Фазер предлагает упростить процедуру высылки иностранцев, не обладающих немецким гражданством, если они прославляют терроризм. Вопрос об ужесточении этой меры обсуждается на сегодняшнем заседании Кабинета министров. Согласно мнению федерального министра внутренних дел Нэнси Фазер, такие люди не должны находиться на территории Германии. Политик СДПГ заявил газетам медиагруппы «Функе», агитаторам-исламистам, проповедующим устаревшие идеи, нет места в нашей стране. Он также отметил, что лица без немецкого гражданства, прославляющие террористические акты, должны быть высланы и депортированы, где этого было бы возможным. Кабинет министров намерен принять решение о соответствующих изменениях в законодательстве о высылке. Новое постановление должно быть обсуждено в Бундестаге уже в ближайшее время. На этом о главных событиях дня к этому часу мы закончим. Всем хорошего вечера. Адьёшу, Маша Ольшу.